Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. На полигоне Цабал прошли командно-штабные учения. За ними наблюдал президент Бадр Гунба. С 1 мая авиакомпания ЮВТ «Аэро» начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва-Сухум. Пасхальные продукты и предметы декора были представлены на пасхальной выставке ярмарки, организованной Торгово-промышленной палатой Абхазии. На полигоне Цабал прошли командно-штабные мобилизационные учения с участием резервных формирований Министерства обороны Абхазии. За учениями наблюдали главнокомандующий вооруженных сил президент Бадр Гунба и вице-президент Беслан Бигвава. В стрельбах также приняли участие представители Министерства обороны России. Репортаж Алики Трапш. Запах пороха, грохот орудий и боевой настрой. Так проходит завершающий этап командно-штабных мобилизационных учений с участием резервных формирований Министерства обороны Республики. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии президент Бадр Гунба и вице-президент Беслан Бигвава посетили мобилизационные учения. Главная цель – повысить боевую слаженность органов военного управления и уровня полевой подготовки личного состава. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия, войска Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации к совместным действиям по плану учений готовы руководитель учения, начальник генерального штаба, генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. Особое внимание уделяется организации поставок резервистов и техники, что является ключевым элементом выполнения боевых задач. Учение направлено на отработку действий офицеров в условиях, максимально приближенных к реальным. Закрепляются практические навыки по приему и распределению военнообязанных, находящихся в запасе, уточнению на местности решений командиров резервных подразделений, ответственных за оборону. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 14 по 17 апреля проводится командно-штабное учение с группировкой войск «Восток» и командно-штабное мобилизационное учение с 4 и 5 стрелковыми бригадами резерва. Сегодня на последнем этапе учений одновременно на двух полигонах Цабал и Нагвалоу проводятся практические мероприятия с боевой стрельбой. Тема ведения оборонительной операции. В соответствии с учениями задействованы все виды, рода войск, специальных войск. Кроме того, участие принимает и межведомственная группировка войск, состоящая из других силовых структур Республики Абхазия. Благодаря внедрению передового опыта на командно-штабных мобилизационных учениях резервисты получают уникальную возможность улучшить свои навыки и повысить профессиональный уровень. Президент Бадр Гунба и вице-президент Беслан Бигвава не только наблюдали за учениями, но и сами произвели выстрелы из крупнокалиберного пулемета, а также испытали ручной противотанковый гранатомет. Бадр Гунба дал хорошую оценку командно-штабным мобилизационным учениям с участием резервных формирований, особо подчеркнув важность укрепления обороноспособности республики. Безусловно, для нас самое главное – обороноспособность нашего государства, нашей страны, безопасность граждан нашей страны. Я уверен, что ваш опыт, навыки, стремление обеспечить безопасность нашей страны создаст благоприятные условия для нашего государства. Еще раз благодарю вас за то, что вы проявляете гражданское отношение к своей стране, за вашу гражданскую позицию. И дай Бог, чтобы мы имели возможность применять оружие только на боевых учениях. Спасибо, благодарю еще раз. Военная практика – важнейший элемент повышения боеспособности войск. Проведение учений решает сразу несколько задач. Ведь именно в полевых условиях войска и каждый солдат в отдельности могут проявить себя по максимуму. В целом, в ходе учений был отработан динамичный характер современных боевых действий. Алика Трапш, Аляс Курсай, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
В честь профессионального праздника пожарных 17 апреля прошел открытый чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту. В нем приняли участие подразделения со всех районов республики. В этом году впервые в чемпионате участвовала команда абхазской топливной компании «Апсноил». Участники состязаний соревновались в 4 видах пожарно-спасательного спорта: подъеме по выдвижной лестнице, подъеме по штурмовой лестнице, беге по 100-метровой полосе с препятствиями и боевом развертывании. По итогам соревнований команда Чимчирского района стала победителем. 2-е место заняла команда Сухума из Сухумского района. 3-е место команда Гулрыбского района. Им вручили кубки и денежные вознаграждения. С 1 мая авиакомпания ЮВТ Аэро начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва-Сухум. Рейсы будут осуществляться каждую субботу. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Это станет первым регулярным пассажирским рейсом между странами за последние 30 лет. Как готовятся сотрудники Сухумского аэропорта к принятию регулярных рейсов, узнавала Гугу Цавардания. Взлетно-посадочная полоса Сухумской воздушной гавани уже полностью готова принимать самолеты. Ее протяженность составляет более 3 километров. В мае этого года возобновится регулярное авиасообщение с Россией. Сюда прилетят самолеты из Москвы и Нижнего Новгорода. С одной стороны море, с другой горы. Это первое, что будут видеть, приземляясь пассажиры Сухумского небесного причала. 1 мая, спустя 32 года, авиакомпания ЮВТ Аэро совершит первый регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва-Сухум. Борт пока планирует прилетать каждую субботу. По словам представителей Минтранса Абхазии, большая часть билетов уже продана. Воздушная гавань готовится принять своих гостей. Работы по подготовке запуска аэропорта буквально ведутся 24 часа в сутки, без выходных и праздников. Это по праву можно назвать самой масштабной стройкой на территории Республики Абхазия за последние 30 с лишним лет. Работы идут буквально на каждом клочке земли. Сейчас здесь возводится северный терминал, который уже откроется этим летом. Его пропускная способность составит 400 человек в час. Пока что пассажиров будут обслуживать в этом временном терминале. Его, кстати, тоже активно готовят к регулярному запуску воздушной гавани, несмотря на то, что он уже принимал пассажиров тестового рейса. Идет реконструкция исторической части аэропорта, где будет расположен зал для принятия официальных лиц и делегаций. Специально для международного аэропорта Сухум был разработан логотип с элементами государственной символики. Красный цвет из флага Абхазии. Открытая ладонь символизирует приветствие и гостеприимство. Ну и, конечно же, птица-сокол – символ полета. При подготовке к запуску воздушной гавани сохраняют не только архитектурное наследие, но и растения и деревья, которые здесь растут. Также вокруг аэропорта будет организована транспортная логистика. По прибытию пассажиров они проходят таможенный контроль. После прохождения таможенного контроля они попадают уже на территорию Республики Абхазия, где их будут встречать маршрутные такси и будут увозить их в города и районы республики. Билеты можно приобретать на официальном сайте Министерства энергетики и транспорта в разделе «Авиабилеты». Продолжительность первого регулярного рейса из Внуково в Сухум составит 3 часа 30 минут. Недавно на просторах соцсетей появилась информация о 10-часовом пути, однако речь идет о мультимодальных маршрутах. Это поездка несколькими видами транспорта – самолетом, поездом, автобусом. На весь маршрут приобретается единый билет, на котором указано, сколько времени человек проведет всего в пути. Это как, например, прилететь на самолете в Абхазию, а затем пересесть на поезд. Касаемо билетов, распространяемых в определенных информационных ресурсах, это мультимодальные билеты, можно сказать, что это простым языком, это трансфер. Приведу к примеру, если я буду вылетать из аэропорта Внуково и буду приземляться в аэропорту Сочи, то меня по выходу из аэропорта Сочи меня будет встречать трансфер, куда я сажусь и меня привозят уже на железнодорожную станцию Сухум. И это занимает, как мы все видим, 10 часов.
Сухумский аэропорт трудоустроены более 200 граждан Абхазии. 6 мая Сухумская воздушная гавань планирует принять самолет авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода. Гугут Савардания, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Россотрудничество и благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив заключили соглашение о сотрудничестве. Документ в Москве подписали руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и учредитель фонда Даурковы. Соглашение направлено на установление сотрудничества по вопросам продвижения российского образования и социально-гуманитарных проектов на территории Абхазии. 4 июля исполнится 50 лет со дня открытия комплекса Новоафонской пещеры. В честь юбилейной даты запланирован ряд мероприятий, о которых рассказали участники пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 17 апреля. Это разные тематические выставки, концерты, мастер-классы, благотворительные акции, научные конференции, издание сборника научных трудов и многое другое. Основные мероприятия, посвященные юбилейной дате, переносятся на октябрь в связи с высокой сезонной посещаемостью пещеры. Директор Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз и председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик подписали положение о проведении совместного творческого конкурса среди журналистов республики на лучшие материалы, посвященные 50-летию открытия Новоафонской пещеры. На конкурс могут быть представлены материалы различных жанров, используемых в газетах, журналах и электронных СМИ. Учреждены следующие номинации: лучшая телевизионная передача – 50 тысяч рублей. Лучшая публикация в печати – 40 тысяч. Лучший материал радио или интернет-издания – 30 тысяч. Лучший фоторепортаж для профессиональных фотографов – 30 тысяч. Лучшие фото для фотолюбителей – 20 тысяч рублей. Дан старт масштабному арт-проекту, который украсит стены многоэтажных домов столицы. Художники из России украсят муралами 10 домов в Сухуми. Первым из них станет дом на улице Агарба, 9. Художники оценили техническое состояние фасадов, определили наиболее подходящие объекты для реализации проекта, выбрали в основном глухие фасады. Мероприятие проводится Фондом поддержки и развития современного искусства «Новые формы» при поддержке Фонда президентских грантов в России. Одновременно с художниками работают и строители. Ведутся масштабные работы по ремонту фасада. Новый арт-проект станет логичным продолжением преображения городской среды. В среднем на создание одного мурала художникам понадобится 3-4 дня. Фасад данного дома украсят 4 эффектные картины, которые были утверждены городским советом и жителями дома. К 15 мая фестиваль монументального искусства в Сухуми завершится. Все муралы будут готовы. Сегодня у нас начались работы художественные на улице Агрова, 9. Мы уже начали, художники, расписывать первый фасад. Сейчас он размечается за моей спиной. Там будут нарисованы цветы магнолии. Мы утверждали этот эскиз с жителями, с городским советом. На этом доме будет расписано 4 фасада, 4 разных художника будут работать над этими фасадами. 3 из фасадов, они в общей стилистике, таких постсоветских плакатов. И вот эта работа, она единственная будет в такой более живописной манере выделяться, наверное, среди всех, потому что обзор на эту работу будет вот как раз выходить на парк, на проезжую часть и будет радовать людей своей красотой. Пасхальные куличи, пироги, рулеты, булочки, национальные сладости, свечи в форме пасхальных кроликов и яиц, изделия из керамики и многое другое были представлены на пасхальной выставке ярмарки, организованной ТПП Абхазии. Праздник сладости посетила Шазина Ханагова. Просто пальчики оближь. Дарить радость на Пасху – добрая традиция торгово-промышленной палаты Абхазии. Здесь атмосфера творчества и ожидания светлого праздника царила во всем. Эффектно оформленные куличи, румяная выпечка, пряничные фигурки, шоколад – это лишь малая часть сладостей, представленных на ярмарке. Для Дзирасы Бузойти это первая ярмарка и довольно успешная. Девушка старается работать лишь с натуральными компонентами. Каждую свою продукцию готовит с душой. Дзираса представила широкий ассортимент продукции.
куличи изготавливает по итальянской технологии 2 дня. А свой рецепт медовика разрабатывала довольно долго. Медовик с малиновой начинкой пользуется большой популярностью. У меня есть как порционные, так и целиком представленные продукты. Есть декор для куличей. Так что, думаю, для любого найдется, что здесь выбрать и что может понравиться. Куличи получаются очень-очень вкусные и долго хранятся. В данном случае это не настоящий торт, внутри фальш-ярус называется. То есть это пенопластовый торт, но украшен кремом. То есть в такой обстановке не очень хорошо было бы так долго держать настоящий торт. Вот. Это просто для примера, что можно у меня такой заказать. Не всегда, не у всех есть возможность попробовать мою продукцию. Потому что не все меня знают, естественно, да. А тут можно показать свои продукты, люди попробуют и в дальнейшем будут обращаться. Это очень удобно. Каждый мастер пытался удивить публику особой изюминкой. Кто-то несколько ночей провел над рецептом крема, тающего во рту. Другие заманивали оригинальными узорами и свежими ягодами. Ежегодно это событие становится одним из самых ярких и ожидаемых не только для профессионального сообщества кондитеров страны, но и желающих посетить красочное и вкусное мероприятие. Ольга Иродян и Артур Багдасарян представляли кафе «Бургер Порт». Они с гордостью предлагали посетителям настоящие французские круассаны с разными начинками. Великолепный круассан. Имеем с нутеллой, маракуйя, ванильный, фисташковый и классический обычный. Еще у нас есть новинка, это наши эклеры, тоже с разными начинками. Тут французские тарталетки, трюфели тоже французские традиционные у нас. Так. Но мы отличаемся тем, что мы делаем все по французской технологии. Здесь у нас привыкли делать вот по-нашему, как-то адаптировать нам, а у нас вот настоящие французские рецепты. Вот четко круассаны мы делаем 3 дня, тесто, это настоящий корж от эклера, который печется там 3 часа и так далее. То же самое со всем остальным. Это трюфель, который из чистого шоколада делается с небольшим добавлением сливок. Все представленные на ярмарке кондитерские изделия, а это огромное количество куличей и пасок, тортов и пирожных, пирогов, булочек и изделий из шоколада, не только красиво, но и оригинально оформлены. И эта сладкая красота – доказательство того, что в выставке ярмарки принимают участие мастера своего дела. И все это можно было не только попробовать, но и приобрести, как и другие пасхальные атрибуты. Работы Радмилы Пачуля также приковывали взгляд. Девушка по образованию историк, однако решила кардинально сменить профессию. Рецепт куличей принадлежит маме, однако Радмила доработала его, некоторые компоненты изменила, довела до совершенства. Все, кто принимал участие в празднике сладости, остались очень довольны. Еще бы, куда ни глянь, столы ломятся от сладких угощений, тортов, пирожных и всевозможных сладостей. Красиво. Вот круассаны взяла детям. Вот. С какой начинкой? Шоколадный, с нутеллой. Я не часто посещаю, но когда время есть и получается, стараюсь посещать такие мероприятия. Успели уже что-то приобрести? Да, вот я приобрела пасочку крафтовую. На вид очень красиво, я пробовала, вот тоже очень вкусно. Все очень вкусно, все настоящее, натуральное, вкус непередаваемый. Мы стараемся посещать все выставки и все ярмарки. Нам очень нравится. Спасибо организаторам за такую организацию. Нам очень нравится, всей семье. Выставки-ярмарки важны и полезны. Благодаря подобным мероприятиям каждый кондитер получает возможность продемонстрировать свое мастерство, привлечь новых клиентов, ознакомиться с последними тенденциями в кондитерском деле. Сегодня в ярмарке принимают участие 60 местных производителей, кондитеров в том числе, многие из которых уже не первый год участвуют и в празднике сладости, и в конкурсе ранее, который проводился нами. Но сейчас мы последние 2 года проводим такую ярмарку, даем возможность не только профессионалам, но и начинающим кондитерам проявить себя, зарекомендовать, но и в то же время обменяться какими-то рецептами со своими коллегами. Пасхальная выставка «Ярмарка» традиционно собрала на своей площадке качественную продукцию к праздничному столу от местных производителей. Тематический декор, разнообразные украшения для дома и уникальные сувениры. Праздник сладости был впервые проведен торгово-промышленной палатой в 2013 году. Главная цель мероприятия – развитие и объединение профессионального кондитерского сообщества. Для торгово-промышленной палаты очень важно поддержать данный вид деятельности, потому что это все-таки
все-таки стимулирует экономику прежде всего, и мы призываем наших кондитеров, особенно тех, кто занимается на любительском, да, таком вот энтузиазме, перейти на более профессиональный уровень. С точки зрения развития туризма это тоже немаловажно. Мы себя позиционируем туристической страной, а в любой развитой туристической стране должны проводиться фестивали, ярмарки, выставки. И вот одно из мероприятий, которое Торгово-промышленная палата проводит в апреле каждого года, мы стараемся привлечь как можно больше туристов, гостей, которые посещают наши города. Очень радует, что все участники с большой ответственностью подходят к участию. И сегодня их красочные стенды говорят об этом. Поэтому я, пользуюсь случаем, хочу выделить всех. Здесь нет ни победителей, здесь все участники. И для нас каждый из них очень дорог. Поблагодарить за столь высокую ответственность. И хочу поздравить всех жителей и гостей нашей столицы с наступающим праздником. Праздник сладости с каждым годом развивается, продолжая создавать восхитительную историю. Участие в таких мероприятиях стимулирует стать лучшим среди лучших. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. Детский ансамбль «Адаци» из Гудауты взял гран-при конкурса «Калейдоскоп национальных культур» в Петербурге. Конкурс был частью фестиваля культурно-исторического наследия «Дружба народов». В нем участвовали более 70 коллективов из разных регионов России, рассказала спутник-репетитор Амина Цейба. Юные артисты исполнили 2 танца – абхазский свадебный и абхазский крестьянские. Кроме того, руководителю ансамбля, заслуженному артисту Абхазии Руслану Дбар, организаторы присвоили звание «Почетный работник культуры и искусства Евразии». А сейчас расскажем о погоде. В пятницу, 18 апреля, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.